Здравствуйте. Сразу представлю гостей наших студий. Это Батал Кабахия, замминистра культуры, начальник департамента охраны историко-культурного наследия, и Тенгиз Тарба, директор фонда «Горная Абхазия». С самого начала я бы хотел поговорить о том, что это была за экспедиция, которую вот мы в нашей заставке так частично немножко представили. Я думаю, что после нашей передачи появится огромное количество завистников, посмотрев фотографии, видеоматериалы по поводу того, где вы находились. Замечательное место, совершенно необычное. Сочетание таких зеленых, полноценных пастбищ и рядом тут же вот перемежающиеся с этой зеленью снежные такие поляны. Как вы романтично, Валера. Но вначале я хотел бы поздороваться с телезрителями и сказать, что это фактически первая презентация нашего проекта, который мы делаем совместно с Горной Абхазией, с Тенгизом. И впечатления на самом деле такие же яркие. И вот ты можешь себе представить, что вот ты это смотрел по фотографиям и в таком восторге, и что произошло с нами, как только вертолет поднялся с аэропорта. Для Тенго это была, естественно, картина, он уже много лет этим занимается. И когда мы это увидели, вот с этим ощущением мы опустились в урочище Химса, и 7 дней или 8 мы там находились. Вот с таким же ощущением мы там были. Ну, великолепное место вообще, конечно, отличное место для отдыха, но я должен для отдыха сказать нашим телезрителям, правда, нашим телезрителям, что поехали вы туда как бы работать. Собственно говоря, это была экспедиция. Вот с самого начала я бы хотел, чтобы вы нам рассказали, кем она была организована, да, и какова ее цель. Вообще, какие задачи были поставлены перед участниками этой экспедиции? Ну, в общем, если взять предысторию, такие вот полевые экспедиции в Горной Абхазии проводились у нас еще в советские времена. И начал их Вадим Викторович Бжаня. И тогда была новостроечная экспедиция в рамках Абхазского института, в которой я работал. И, кстати, многие участники, Аркадий Джопо, археолог, который занимается цангуарами, о которых тут пойдет речь. И несколько лет мы летали тогда вот на Башкапсару, Аданге. У нас туда будет другая экспедиция с Тенго. Это все было в довоенном Это было период. В довоенном. Можно сказать, прошло более 30 лет. Это вторая экспедиция в Горную Абхазию. Просто цели... Вторая экспедиция? Ну, второй этап экспедиции. То есть, полевых. вот, ты хочешь сказать, что после войны не было экспедиции? Нет, после войны вообще ничего не было. До войны уже 5 лет практически мы туда не летали, потому что уже было опасно, было противостояние. Урочище Башкапшара, где мы находились, там были, ну, и сваны, и дорога была очень осложнена. Наша цель экспедиции имела свои задачи. Она немножко отличается от археологической полевой экспедиции. Ну, вот вы знаете, что с 2015 по 2016 год Министерство культуры проплатили трехлетнюю программу по инвентаризации объектов культурного наследия Абхазии. В декабре 2015 года был принят первый государственный список. Он был в нем не хватало объектов культурного наследия, которые мы имеем в Предгорной и Горной Абхазии. Они, конечно, были предметом изучения, но не было геолокации, фотофиксации, достаточных исследований. То есть это как бы инвентаризации такой мы решили, не было, да? Да, такой инвентаризации вот горных, не было. Да, собирались те, которые объекты исследовались, они вносились в реестр, и вот, наконец, мы их обобщили, приняли. Потом как-то вот я смотрел по телевизору, увидел, ну, не первый раз, передачу Тенго о том, как он едет в Горной Абхазии, подумал, что вот такого оснащения для экспедиций в горах, как есть сегодня в Абхазии, и это связано вот с их проектом, который в течение 3 лет вряд ли будет когда-либо. И мы решили часть денег на инвентаризацию переложить на исследование объектов, ну, древних стоянок. Это не только цангуары, это и капища, которые мы еще не обнаружили, но, надеюсь, нам повезет и сделаем геолокацию. Это
и древние рудники, медные рудники, например, в Башкапсарах много. Это и пастушеские стоянки, которые называются Цангвару. Мы предложили Горной Абхазии сотрудничество, и практически сколько мы... Где-то полгода готовились к экспедиции, потому что я вот про поводу, как готовились к экспедиции, вообще ничего не знаю. Мое дело купить как вы продукты. готовились к экспедиции? Это очень сложно. Ну, у нас уже, как вы знаете, есть опыт многолетней организации таких экспедиций. И поэтому, конечно, было уже немного проще. Вся базовая экипировка у нас была. У нас есть и базовые палатки, есть понимание этой местности. И, соответственно, намного проще было, чем, например, несколько лет назад, когда мы только начинали. Он попросил меня предложить как бы приоритетные места, в которые мы могли бы полететь. Ну, помимо Аданги, которая, естественно... То есть цель была, чтобы не просто полететь и искать. Я уже хотел, конечно, поехать там, где он видел. И он меня обманул и сказал, что в урочище Химса их около 15 объектов точно есть, а мы 150 обнаружили, как... горные козочки бегали по всему урочищу и за пределами урочища. Но вот этот обман вылился зато в такой вот совершенно изумительный сюрприз для вот вас. Такой обман я приемлю, что предполагалось минимум, оказалось очень много. Но это связано было с тем, что вот к Химсе на самом деле добираться тяжело. И только в конце августа обычно там появляются охотники и туристы. И к концу августа поднимается трава очень высоко, и большую часть от Цангвара не видно. И именно поэтому, и опять-таки, ты приходишь туда на 4-й день обычно, уже уставший, и особо как бы от тропы не отдаляешься. Соответственно, я, пройдя по туристической охотничьей тропе, наткнулся на несколько интересных ацангвар. Вот. Ну и потом само место мне понравилось, именно поэтому предложил именно туда организовать первую экспедицию. А когда мы прилетели в начале июля туда, травы не было совершенно, и тут же нам открылись огромные комплексы этих древних стоянок. Вот скажите мне, пожалуйста, а кто вообще принимал участие в этой экспедиции? Из кого она состояла? Мы планировали, когда экспедицию, во-первых, она уже комплексная, что мы делаем это вместе с Горной Абхазией. Мы хотели разных людей привлечь. Там был археолог и исследователь, предметом исследования которого являются и древние стоянки, которым исследует Аркадий Джопо, он директор музея. Там были сотрудники департамента Инал Джопо, Шандар Кайтан и Айнар Иналыпа. И вот тоже очень интересно, что дед Айнара Иналыпа, Шалва Денисович Иналыпа, был один из тех исследователей, на которого мы ссылаем, и благодаря описанию которого вот этих древних пастушеских стоянок и описания типологически, как они были и для чего применялись, внук его поехал в экспедицию по обучению. Там был художник и график, вы все его знаете, Адгур Дзидзари. Почему мы его взяли? Нам необходим был взгляд немножко совершенно иной вот на эти объекты. Не с точки зрения, что это вот строение, которое надо зафиксировать, углы, локацию, а взгляд художника. Иногда, когда он сидел как горный тур на какой-то скале по 3 часа и смотрел на что-то, я говорю, слушай, может, он себя плохо чувствует? Я подхожу и говорю, старик, что-нибудь случилось? Он говорит, слушай, я смотрю, и вот это самое. Он делал графические работы. И мы, в принципе, я, наверное, забегаю вот как бы в конец, но мы вот решили, что по результатам 5 экспедиций, 5 горных экспедиций, мы, скорее всего, будем издавать книгу научно-популярную, где будут, во-первых, отражены красота гор, необычность, уникальность. Вы видите вот эти картинки, которые впечатляют, и они впечатляют всех. А красоту вот этих архитектурных сооружений, древних стоянок, уникальность их и взгляд художника, графические работы, как бы домысливание. Все это войдет в книгу. Все это войдет в книгу. И плюс мы туда сделаем такой дайджест или такой, подберем так историографически всех ученых, начиная Иващенко, Меликсет Бейка, Капанадзе там исследовал, Вадим Жанец, Арбей Жанец, Воронов. Не последняя, точнее, ваша экспедиция же, правильно? Вы еще будете проводить экспедиции. Да. Поэтому, наверное, все в комплексе войдет и в какой-то фильм. Да, мы планируем по завершении экспедиции, наверное, уже в конце года презентовать фильм
о наших экспедициях, о всех. И фильмы, фотоэкспозицию, и книгу, Да. все будет вместе. Знаете что, друзья, давайте мы теперь уже непосредственно Давайте. подойдем к вот этому урочищу Химса, такому необычайно красивому, сохранившемуся вот в своем таком первозданном виде. Там народу бывает мало, и, судя по всему, вот эта нетронутость еще человеком, она особую какую-то привлекательность имеет. Скажите мне, пожалуйста, что это было такое, в каком количестве, и поподробнее о том, каким образом эти сооружения создавались. Ну вот как раз первый комплекс. Вы знаете, в принципе, я бы даже не стал более детализировать на том, что это и какое приспособление, потому что это еще предмет изучения мы делаем. Мы сейчас делаем топографические планы. Вообще, в урочище долины Химса, и мы, конечно, пользовались картой 40-го года, кажется, да? Некоторые названия не были. Нам еще придется вот начать с этнографами топонимические гидронимы, топонимы, которые новые ввели. Мы уже говорили с Валерием Еремеевичем Кварчеш. Мы будем Ну, по музей, вашему да. предположению, все-таки это что за строение были? Вот такой И почему в экскурс. таком большом количестве, около 150? Я вообще, мои предположения тут даже не имеют значения. Я схожу из историографии изучения этого вопроса. Да, По пожалуйста, предположениям, давайте то из есть ацангвары известны, они это пастушеские стоянки, называют их ацангварами. Это связано с нардским эпосом, с карликами, миф в Абхазии, который был. И почему их назвали ацангварами? Потому что эти строения очень маленькие, высота стен максимальная, которую мы смогли обнаружить, 1,70 м было это маленькие строения. И вот тогда и родился миф, что это были строения карликов, города, в которых они жили. Но это миф. Это миф, да. А Вот вы мне реальность... скажите, они же какую давность вообще имеют? Они эти кто? строения? Эти строения. Давность этих строений пока еще является предметом дискуссии. То есть датировка размыта от 5-го тысячелетия до нашей эры до конца 19 века. И мало Ну, тогда того, мифов об Ацангваре не было. Они, наверное, свои названия. дело в том, что эти пастушеские стоянки всегда использовались. Уникальность этих пастушеских стоянок в том, что с 5-го тысячелетия, те, которые предполагаются, что к тому времени относятся, 19 практически нет типологической разницы. Нету разницы в том, как они То есть вы хотите строились. сказать, что Они очень похожи. тысячелетиями они не менялись? Они не менялись, они достраивались, пристраивались. Вот даже на том комплексе, вот, о котором мы Да, говорим. давайте мы вот вторую фотографию Вот посмотрим. это первый комплекс. Мы нашли там 4 комплекса в урочище Аданги. Каждый комплекс, например, первый комплекс, там было 32 строения, мы их сгруппировали в 17, потому что некоторые были со смежной комнаты, они вот как бы мы их А вот со сгруппировали. смежной комнатой это вот как Вот сейчас? это уникально Ацангвара, которая меня потрясла. Мы, конечно, там такие гипотезы у меня рождались. Они там и закончились, как только я с гор спустился, приземлился, стал читать литературу, понял. Она мне напомнила храмы раннесредневековые, потому что тут... мне показался алтарная часть. Вы видите, вот такой изгиб алтарной части. И мы подумали, а почему, может быть, древние пастухи, которые, допустим, ранее Средневековье здесь были, может быть, они здесь сделали некое помещение, где могли бы отправлять культы. И что-то напоминает притвор, нартекс. Потом, конечно, мы... это как бы размышление. Мы не ограничивали себя, хотя статьи наших ученых с нами были, но мы старались их в тот момент даже не читать, чтобы они как бы не подавили и не давили на наши впечатления об увиденном. Потому что важность любой полевой экспедиции, описания людьми, которые следуют ученым, первое впечатление. Вот то, что приходит в голову, то, что ему кажется. А потом начинается процесс обдумывания. Ты говоришь о том, что это как бы ацангвары, вот такое уже какое-то им более-менее определение. Пастушеские стоянки. Да, пастушеские. А не могло бы это быть какой-то маленькой такой деревенькой, в которой люди, да, цивилизация могло постоянно. быть. И когда мы увидели вот сверху вот первый комплекс, я находился в прострации. У меня было ощущение, что это вообще не пастушеская стоянка. И вообще не то, о чем я читал, о том, что я знаю, что это какая-то цивилизация
И мы говорим, мы должны его исследовать, мы там найдем точно предметы, которые нам скажут, что его построили инопланетяне. Настолько он гениально спланирован, то есть вот если взять комплекс как город, там в центре его расположены строения, которые явно жилые помещения были, они немножко отличаются от загонов для скота. Были помещения хозяйственные, и по кладке можно было определить, что это именно хозяйственные. Были помещения для загонов мелкого скота. Это сейчас мы дойдем. Были помещения для загона вообще общего скота и отделения для ягнят, козлят. Но это ясно, что не для крупного рогатого скота. И когда мы нашли в самом центре, в самом живописном месте огромная скала, и вокруг круги центрические, да, солярные круги, камнями обложены, и вы видите, и мы сказали, это какое-то вот такая явно для ритуального предназначения камни, выложенные в круг. Рядом находился тоже, естественно, границ, выдолблен, как это вот... Вот он прям, это общий план. Вот. Да. Вот внизу. Камень вот, внизу. И вот, то есть вот этот большой вот квадратный камень, вот, а внизу, вот да. тут левее. И, скорее всего, это было явно ритуального происхождения, а не для закона. Возможно, там закалывали скот, но просто в обычаях абхазов было вот даже, я сейчас просто перейду к этикету, да, в горах, которые особые. В обычаях абхазов было даже в низине, когда они закалывают скот, они молятся Богу за то, что Он им это дал, за то, что вот Он, как вот длань его простирается. И, думаю, в горах особо было вот отношение ко всем таким действиям. Возможно, не делались, возможно, не молились, потому что есть еще обряд, вы знаете, в горах же свой этикет. И я думал, кстати говоря, вот этот вопрос, не перебью тебя, извини, хотел задать Тенгизу. Вот Тенгиз, не первое твое посещение гор, и я знаю, что очень строгие правила там существуют на нахождение там. Удалось ли вот этой экспедиции все эти правила соблюсти и как-то не нарушать, в общем-то, обычаи, которые приняты были нашими предками? Вы знаете, вот для меня есть такое определение человека, которое я для себя понимаю, когда он поднимается в горы. Человек гор он или нет. И я могу с уверенностью сказать, что вся команда, которая принимала участие, это, так скажем, люди гор. То есть они пришли в это место, они это место уважали, почитали правила, может быть, даже не всегда зная эти правила, но все равно вели себя так, как принято у нас. Вот. И поэтому я могу сказать, что да, все без исключения правила соблюдали. А вот скажите мне, пожалуйста, интересный вопрос тоже. Вот эти места редко посещаемые, но теперь они могут оказаться более доступными. Мы этому тоже делаем как бы рекламу. Вот те места, которые были более доступны, они как-то несколько пострадали от посещения туристов, не знаю, просто там отдыхающих. А нет ли таких у вас опасений, что и эти поселения, может быть, ритуальные какие-то, тоже могут пострадать в результате нашествия человека? Дело в том, что это связано с самим местом, да, вот то, что так редко туда приходят, потому что там есть перевалы, снег на которых тает только ближе к концу августа. И, соответственно, есть очень маленький промежуток времени, когда люди могут туда подняться. Сейчас, когда... И очень ограниченный круг людей. И очень ограниченно, да. То есть не каждый... И считается, что вообще туристический маршрут в район Чедыма и Химса – это один из самых сложных маршрутов Абхазии. Поэтому максимум 1-2 группы туристические и, может быть, там также 1-2 группы охотничьи в год там бывают. Давайте мы все-таки вернемся вот к нашим фотографиям. Вот эту фотографию, как раз, по-моему, об этом, Батал, ты говорил, да, о большом камне? А их несколько было. Вот там, смотрите, мы зафиксировали в самом урочище 4 комплекса. Все эти комплексы имели четкую локацию и четкие границы, как бы мы их назвали. Они ограждались либо рекой, либо мини-урочищем, там
там хребет-то вот он один идет, Химса, но там же и другие горы, которые делали мини-урочища. То есть это были как и бы в каждом мини-такие комплексе поселения, мы да? обнаружили некое помещение, которое отличается типологически от жилых помещений хозяйственных. Мы нашли 3 как бы вот таких связаны с отправлением культа или ритуальными местами, и все они были привязаны к камням огромным. То есть, ну, естественно, их не приносили, вот выбирается красивое место. В первом комплексе это вот то, что вы видели, и еще там было как, ну, алтарь или жертвенник, на который, возможно, происходили какие-то действия, да. Это вот как раз мы сейчас, вы видите тут фотографию внутри самого Ацангуара, и у Аркадия в руках как раз камень, который может быть тесла или что-нибудь, но явно он обточен был со всех сторон, и что, возможно, его использовали. Они выложены из гранитных валунов. Гранитные валуны, они имеют свою особенность, они не скользкие, они хорошо укладываются, они не разрушаются. Даже если ты будешь бегать по... Ну, мы не бегали, конечно, но вот иногда приходилось переступать, они трудно соскальзывают. То есть вот они никакого там скрепления нет. Там, знаете, типа да, цемента, нет. ничего Они нету, просто они использовали тот строительный материал, который был по-другому. Во-первых, главное условие вообще существования пастушеских стоянок – это трава, потому что ее должно быть много для скота. Это дрова, потому что это необходимое условие для того, чтобы люди функционировали, варили сыр. Ведь основное там, что сыр варить, и для себя там харчо, чтобы кушать или что-то. И третье – строительный материал. Вот все это было тут в наличии. Хотя вы видите, здесь пастбище, да, а дерева нету. Но рядом, в общем-то, лес был, береза. Ну, березы росли, рододендрон рос. У меня даже возникла такая идея, но эта идея может реализоваться, если будут проведены какие-то археологические раскопки. Мы не проводили раскопок. Мы только визуальные наблюдения делали, фиксировали их геолокацию с топографами. Это палка, мы хотели определить, вот эта палка 1,25 м, да? Вот вы видите стену одного строения. Это иногда кажется, что камни тесаны, но некоторые камни действительно были обработаны, и часто их используют в дверных проемах, чтобы четко зафиксировать как бы угол дверного проема. А они складывались один на другого. Вот, например, жилые помещения, стенки были пошире и ровно уложены. А вот дырочки, которые образовываются от больших валунов, закладывались более мелкими валунами. Возможно... Ну, то есть они вот так тысячелетия без всякого скрепления простояли? Да, они очень хорошо идут. Но мы обнаружили также очень много вот этих строений древних, которые практически разрушены. И вот толщина стен даже не считалась до 1,5-2 метров развала этих камней. Скорее, разные предназначения, разная стойкость была. Вот у них мы потом увидим фотографии. Но некоторые были в идеальном состоянии. Вот 1,70 м стены, четко очерчены дверные проемы. Теперь вопрос крыши. Там же их не были каменных конструкций. Это вот стены, скорее всего, водились 1,50 м, 1,70 м. Потом делались из стропил или из деревянных сооружений, в зависимости от того материала, который был. Шкурами укрывались. Вот эти помещения, которые закрывались. А что касается изгороди, они же тоже маленькие. Любой козленок или любой баран может перескочить. Но потом там вот делался забор. Так более-менее ровно все это уложено, вот да? Удивительно. Это жилое помещение. Вот, это Аркадий Иванович сказал. Мы с ним не спорим, потому что он это как бы предмет его исследования. Мы тоже смотрели. Мы вот описывали вот этот дверной проем, значит, четкой ориентации проема или где это вот нет, восток-запад. Но есть определенная ориентация дверных проемов. Они были на запад. Знаете почему? Потому что вот это находилось в урочище, чтобы холодный ветер, который дует с урочища, не попадал в дверной проем. И потом, когда мы смотрели, разное получалось, восток или запад. Все зависело от того, что они удобно строили, чтобы защитить себя от холодного ветра. Вот это было главное условие. Вы видите вот этот
каскад. Вот это 32, почти 32 помещения разного назначения, которые находятся в одном комплексе. Это же лавиноопасные зоны, это же перевал, где вот начинается таяние, вы видели там ледники. Их дома вот стоят таким образом, а по бокам вот эти лавины. То есть они совершенно точно знали, где лавиноопасные места, и строили буквально, ну, можно сказать, в критической близости от лавиноопасных мест. Но они точно знали, что туда лавины не попадут. Но некоторые ацангвары все-таки попадали под лавину. Но это были вот такие строения для выпаса коз, но зато рядом... Но они все как-то на холмике так расположены. Там, собственно они, говоря, да, лавины... вот они не внутри, Да. а на холмах. Они, судя по всему, в первую очередь, конечно, учитывали безопасность, наверное, какую-то. Потом, наверное, эти места имели какую-то особую притягательность. И вместе с тем эти построения, на ваш взгляд, они вписывались как-то в ландшафт? Ну, безусловно, да, Батал Самсонович об этом тоже говорил. Там есть четкое разделение. Каждый комплекс, он поделен в первую очередь по рельефу местности, или там река протекает. И еще один очень важный момент, который, как мне кажется, хотя я не так хорошо владею материалом, не учитывался, но мы об этом говорили в экспедициях, о том, что вот такие места, как Химса, например, на самом деле их не так много в горах Абхазии, с такой большой площадью, где можно пасти скот. И вот рядом с Химсой находится, по сути, рядом с Химсой находится Аданга, находится Дзыхва, находятся другие центры. И для людей, которые жили в горах, они, безусловно, их воспринимали как единый комплекс. Даже сейчас жители села Псху, их хутора находятся там в 2 или 3 часах ходьбы от центра села. Соответственно, мне кажется, ну, мое такое субъективное мнение, не профессионала, что все это была вот такая единая цивилизация. Потому что Отдельная цивилизация связана с отгонным скотоводческой культурой в Абхазии, которая пришла к нам в 5 тысячелетии до нашей эры. И вот если возвращаться к науке, опять же, вот есть дискуссия, и к тому времени у нас начинается горнодобывающая металлургия, появляются древние рудники, где вырабатывалась медь. И вот мы говорили Башкапсара, там около 10 медных рудников. И, скорее всего, первыми геологами или разведчиками, обнаружившие эти медь и вот залежи в горах, это и были, собственно, пастухи. И потому что рядом с этими горнодобывающими рудниками и находились пастушеские стоянки. Все это взаимосвязано. То есть Но эти очень стоянки, интересный вопрос. Они не только пастушеские могут быть. Они вполне возможно были связаны и с рудниками. Нет, пока, да, конечно. То есть это и пастушеские рудниками, но любые разработка рудников связана была с людьми, которые могли там жить, и связана была с пищей и едой. Единственная пища, которую можно было туда доставить без холодильников, это был скот, и вот это и все, что там сыр, молоко, там шкуры. И это же горнодобывающая металлургия не одно тысячелетие, это несколько, это же продолжающий цикл. Насчет использования ландшафта, то, что сделано руками человека, и архитектурного ландшафтного дизайна, который как бы создан природой. Это такое синтез, такой вот одно дополняющее другое. А вот, это же очень важно. Я да. на детали буду обращать. А в чем это выражалось? Вот Оно выражалось тем, что, во-первых, не было следов разрушения. То есть ацангвары строились на равнинных местах. Для этого не надо было взламывать крепость, стену, скалу. Они использовали полностью природой выданный материал. Если это была скала, то к скале пристраивалось что-то. Если это какое-то урочище, которое имеет такую закрытость, там есть одна очень интересная, очень узкое ущелье, все это ущелье обложено камнями, и такой делается загон. Ведь когда мы говорим, например, вернемся в город Сухум, что граждане все требуют использования такого
сложившего исторического и архитектурного и природного ландшафта. Сочетание архитектуры и природы, когда она гармонична, то тогда город твой, тогда город с воздухом. Вот это все, вот эта гармония, она есть в горах. Потому что ничто, что попало под наше зрение, не раздражало, не вызывало вот как инородность. Ощущение было вот у меня такое, почему космическое, что это не строили, что это было вот просто миллионы лет, вот как горы рождались, так и рождались эти города. Наши наблюдения, вот помнишь, мы ходили по тропам, мы заметили, что тропы, которые прокладывают звери и прокладывали люди, и тропы, которые явно были протоптаны уже тысячелетиями, они одни и те же практически, все параллельно ходят. То есть вот главная приспособляемость и выжимаемость в горах была это вопрос безопасности. Мы полностью полагались на нашего командира, который вот, то есть он нам каждый день давал инструктаж. Это некий этикет, который должны члены команды и люди, и вообще люди, попавшие в горы, соблюдать. Это вопрос соотношения человека и животного мира. Да, вот мы вместе функционировали, там мы видели медведи, там серные, которые жили так же, как и мы, используя те же места. То есть все вот это было. Еще один момент. Вот представьте всех этих людей, когда мы в горах. Вот там был такой момент. Идем, ну тяжело идти было. Ну, честно говорю. Я вообще не ожидал, что я еще и пройду столько, но ходил за ними. Интересно было. Вот они идут, и ну, я тоже за ними пойду. Они же молодые, крепкие. И перся вот шел. И каждый молча пытался взять нож у другого. Там я там за секунду рюкзак не вижу, кто-то уже из молодых. Я говорю, да, я возьму. Вот каждый пытался за кого-то сделать ту работу и вот то, что каждый должен сделать. Мы все. Вот этот момент что был. Не было присуще им в низине, да? И мне тоже. И им, и мне. Я сам в низине меня прекрасно знает. Бываю раздражен, бываю разгневан, начинаю метать, рвать. Ну, я надеюсь, вот... Ничью сумку не подносишь. Да, ничего не подношу. А там в горах мы вместе возвращались, я там начинал готовить, потому что мы думали по очереди будем. Потом я посмотрел, кто со мной. И сейчас представил, что и так уставшие пришли, еще я должен кушать то, что там приготовит кто-то из них. Я говорю, нет, готовить буду я. Но все члены команды, мы ни разу не сказали, кто должен помыть посуду. Все 8 человек, вот как муравейник, чух-чух, вот вообще как бы вот такая четкая организация труда. Но это Тенго спасибо, потому что вот перед горами он так сурово с нами разговаривал, я вообще не поеду, хотел сказать. Я поставил, как это пионера, вот так вот стояли мы по стойке смирно. Вот это надо, вот это надо. Во-первых, дал нам какие-то рюкзаки, больше которых вещей брать нельзя. Я там хотел еще пару шляп взять, но хорошо, что я не взял их. В итоге оно все ничего не... В итоге все, что сделал, ну вот он молодец, потому Тенгиз, что... вот, так сказать, импульсом создания этой экспедиции послужило то, что вы побывали в горных местах, много видели вот таких в урочищах каких-то архитектурных строений. Скажите, пожалуйста, мне, а вот есть ли помимо Химцы еще подобного рода строения в других урочищах, в других местах? Да, конечно, они встречаются во всех районах Горной Абхазии. И мы с Баталом Самсоновичем смотрели тот материал, который был собран, в том числе и мной. Ну, просто мы выбрали на данный момент самые интересные места. Я думаю, следующим этапом будет наши совместные экспедиции, уже исследовательские, небольшие группы будут выдвигаться в те места, которые я знаю. И там уже будет у нас конкретная задача, помимо там тех 2-3 ацангвар, которые мы видели, понять, какой вообще объем работы. И если далее будут найдены большие комплексы, уже можно будет осуществлять более крупную экспедицию. У меня свои тайные цели связаны с этой экспедицией. Естественно, мы все не сможем объехать. Мы делаем 5 экспедиций, но мы хотя бы, и они все между собой как-то взаимосвязаны географически, если сверху, мы сможем уже видеть в центральной части Кавказского хребта, находящейся на территории Абхазии,
концентрацию этих объектов и представить себе, как функционировала жизнь. Это уже будут ученые представлять. В перспективе мы рассчитывали, вот Тенгу с нами уже сейчас вот смотрел, измерял, то есть детализацию там кладки. Он уже практически понимает, что нам нужно. В перспективе я рассчитываю, что Горная Абхазия уже без нас, даже когда будет ездить, они всегда, возвращаясь, нам будут давать информацию об интересных объектах, которые там или где-то обнаружили, GPS, снимут там геолокацию, и мы по фотографиям, по их описанию просто их можем вносить в нашу карту культурного наследия. Это тоже цель экспедиции, то есть вот научению, да. Мы научились многим вещам, как вот успешно работать в горах благодаря вот Тенгу и его опыту. Ну, я надеюсь, он чему-то научился, для чего Вот мы того все-таки хотели. давайте мы посмотрим блок фотографий. Да, ну это вот как раз Химса, которую я сфотографировал год назад, как видите, она вся заросла зеленью и практически не видно те самые ацангвары, которые нам открылись в этом году. Вот показательно, насколько даже когда сверху смотришь. Ну, вот красиво вот там видно, да, вот этот. Да. А это вот тоже интересное место, это куда мы собираемся лететь, наша следующая экспедиция, это перевал Дзыхва. И вот, да, вот, кстати, вот то, о чем мы говорили, Да. то есть как Ацангвар вверх завершался. И это, как их называют, Рамка. их называют этими балаганами пастушескими. Я часто видел его в Адхарах, как древние пастушеские стоянки используют под балаган в современных условиях. Никаких новых деталей. Практически то же самое, как использовалось в древности. Знаете, речь идет на таком определении, вот, как вот. Ацангвара. Посмотрите, здесь достаточно высокие, так сказать, Ну, высота стен метр строения. 50 здесь. Метр 50. То есть это не те маленькие легендарные ацаны, которые были-то. Нет, они там не были, это точно. Во-первых, их не было. Но, Вообще вполне вероятно, что это я было просто по тем для временам, наверное, город. Для ведущего абхазского телевидения говорю, что миф и реальность не всегда как бы бывает в одной плоскости. Мы говорим Ацаны, Ацангвары, но Ацанов не было. Нет, И ну это так же, понятно, как не потому было что великанов. 5000 лет назад или даже 3000 лет назад тогда таких Их бы названий растоптали легенд не великаны, было. их бы не было, да. Да. С другой стороны, наверное, там какие-то свои названия и определения этих архитектурных строений были. Вот жалко, что, наверное, не сохранились. Строения обозначались особыми названиями, и с архитектурой они не были знакомы, и вообще трудно сказать, что это архитектура как таковая, но эта архитектура связана именно со скотоводческими там, делами, с пастушескими стоянками. То есть у них есть своя динамика в развитии по расширению, освоению площади. И я бы сказал, что это же не было сразу, пришли, построили город. Сперва была одна, потом пристроилась другая. И вот за тысячелетия, столетия всегда использовался опыт прошлого, учитывался опыт прошлого. Если перенести на нынешнюю ситуацию, если бы мы тоже строили бы свою жизнь и развивали бы город, учитывая опыт прошлого, красоту и удобство форм, и красоту форм, неудобство расположения. Вот ты сейчас то не удачно только на меня сделано. должен смотреть, вот ко всем это телезрителям, туда должен пожалуйста, смотреть. да. Понятно. Такое Ну, то есть, обращение. Вот я вам скажу, что в горах это есть, гармония. Вот она вот во всем была. Я бы вот хотел, кстати, сказать, это Гагарский хребет, район урочища Дзоу. И вот там такое интересное строение мы нашли. Это не в этой экспедиции. Не в этой. да, Это было. уже разные районы. Но что вот было интересно, я недавно вернулся с перевала Санчера. Вот Батал Самсонович говорил про холодильник. Дело в том, что в горах есть холодильники естественные, под большими камнями. И вот прямо рядом с этим холодильником были ацангвары. То есть большой камень, там, видимо, есть пещера какая-то, которая дает сильный холод. И вся вода, которая стекала под этот камень, она замерзала. И А там еще был лед. один холодильник, мы нашли одно строение, Вам- прям там, где река спускается, в центре реки, вот там все так сделано, чтобы вот прятать сыр там или мацони, или вот что-то, мясо. Ну вот, это вот одно из тех мест, которое мне кажется интересным, но пока мы Туда не попадаем. туда не поехали, потому что я нашел только одно такое строение. Но он достаточно интересный. Это тоже Гагарский хребет. Вот еще важность То экспедиции, же самое знаете, вот строение. после первой информационной как бы выкладки того, что мы там были,
Мне на Facebook стали писать и так звонить очень многие люди. Вывесили, вот мы видели, другие строения, обнаруженные ими в горах, зафиксированы, сфотографированы, а вы туда поедете, сюда. Вот сейчас уже мне, вот мы с Тенго хотим, это уже на машинах Куньяшта, да, вот там тоже это вот Кварчали, туда в горах, туда не на вертолетах, мы на машинах поедем. То есть это, почему мы сейчас, это экспедиция Горная Абхазия, потому что это места, куда только на вертолетах экспедиция может выехать. Вы знаете, просто интересно было бы, чтобы вы перечислили все эти места, где есть подобного рода строения. Это вся Горная Абхазия. Везде, где были мы, где жили абхазы, встречаются такие строения. Можно я пожалуюсь на Тенго? Мы тут последний день дважды палаткой спускали, сам вертолет не может прилететь. Конечно, был облом великий. Хотелось уехать. И в последний день уже, когда точно прилетит, все собрали. И он тихо сказал, что надо собрать мусор. Я говорю, так мы же все собрали. Но других, там были, видимо, туристы, охотники. И я что-то там занервничал, но вдруг еще позвоните летчику и скажет, не прилетай. И мы собрали там 2 мешка мусора, которые вот... Это я что хочу сказать об экологии и отношении человека к тому, что нас окружает. Там же и пастухи, и туристы. Целлофан хочешь, банки хочешь, какие-то вещи. И мы 2 мешка собрали на той площади, где мы находились, мусора, привезли в Сухум и, конечно, его сбросили. Вот то, очень важная тема, о чем ты говорил, не опасно ли открытие этих мест, их фиксация, геолокация, не будет ли это дополнительным источником для людей их разрушать? Опасно. Вообще жить опасно. Но объекты культурного наследия еще более значимы, еще уникальны, находятся на берегу. Это и культовые сооружения, и храмы, и ранние и средневековые крепости, и археологические объекты. И опасно воздействие, антропогенное, как говорят у нас, воздействие человека, что они могут разрушить. Но для этого существует эта структура, для этого существуют люди, для этого существуют историки, которые занимаются просветительской работой. И наша цель с тобой здесь же не рассказать, как мы красиво погуляли в горах, а наша цель, чтобы люди знали, что вот это есть. И славно отдохнули. Да, что вот это есть, и это надо беречь, и это есть часть нашей идентичности, часть нашей истории. Вот по этому поводу, наверное, и какие-то функции вы, наверное, определите по защите этих мест. Конечно. Это как-то, может быть, даже и законом будет отражено. Разумеется, мы их внесем в государственный список, и они будут в правовом поле, они будут охраняться и защищаться. И в конце концов не так уж много ходят туристов, и их практически все, кто ходят, они фиксируются в каких-то структурах. То есть трудно сказать, чтобы это было вне поля внимания. Но их специально, конечно, никто не разрушает, но я призываю ко всем, кто ходит в горы, то есть мусор надо либо сжечь, либо закопать, либо забрать с собой, и либо уже идти так, чтобы знать, чтобы этого мусора не было. Особенно вот этот инертный мусор, типа целлофана, который не гниет десятилетиями, он, конечно, сильно раздражает. Вот в такой, можно сказать, девственной красоте природы и даже цивилизация древняя наших пастушеских стоянок не мешает. Но мешает, конечно, вдруг бутылка торчащая. Ну и в завершение я бы хотел, чтобы вы рассказали о том, куда в следующий раз вы полетите, поедете и какова ваша цель следующей экспедиции. Сегодня ночью мы летим. Мы, сегодня выходим из этой студии и едем закупаться для следующей экспедиции. И сегодня в 3 часа ночи мы должны быть в аэропорту, и в 5 утра мы осуществляем выход в район перевала Дзыхва. Это будет наша 2-я экспедиция. Мы рассчитываем на то, что там будет большое скопление хорошо сохранившихся ацангуар. В общем, все ждем этой экспедиции. Но, кстати, в эту экспедицию мы даже купили специально бензокосилку, потому что если в первой экспедиции нам повезло, травы не было, мы все видели, то сейчас нам сложнее придется, надо будет косить, прежде чем изучать. Ну ничего, поработаем.
Хорошо, огромное спасибо за то, что вы рассказали о первой послевоенной экспедиции в урочище Химса. Для нас, для всех это было интересно. Я бы назвал это не первой послевоенной, это первая полевая экспедиция в независимой республике Абхазия. Вот это все вы напишите в той книге и расскажете в том фильме, который вы приготовите по окончании ваших экспедиций. Очень было любопытно, интересно, много красочного. Я думаю, что вы хорошо поработали. Это, естественно, пойдет на пользу. Огромное спасибо еще раз. Я нашим телезрителям напомню, что у нас сегодня в гостях были Батал Кубахия, замминистра культуры Республики Абхазия, начальник департамента охраны историко-культурного наследия, и Тенгиз Тарба, директор фонда «Горная Абхазия». Благодарю вас. Спасибо вам. Oh